Всем привет! Сегодня я расскажу про возможности воспроизведения видео у телефона Nokia 5530. Итак, Nokia 5530 оснащен процессором на архитектуре ARM, частота 430 МГц. И что это нам дает? Это нам дает довольно неплохое качество воспроизведения видео. Итак, начнем. Вот у нас есть видеоцентр, кнопка. Заходим в него. У нас здесь есть видео. Заходим в мои видео. Тоже выбираем все. И вот район номер 9. Я уже фильм подготовил. Итак, начинаем просмотр. Вот пошли титры. Ну, здесь все стандартно. Сразу хочу сказать, что размер экрана 16:9, как сейчас модно, так же как HD телевизоры. Поэтому, видите, фильм показывается практически в полноэкранном масштабе. Если нам надо прокручивать, смотрите, видите, довольно быстро срабатывает прокрутка. Вот есть клавиши, видите, и когда нажимаете пауза, перемотка, назад, функции, тут можно менять размер и формат кадра. Ну, это нам тоже знакомо по современным телевизорам 4:3, или масштаб, или исходный файл, или на весь экран. Ну, в общем, это мы все и так знаем. Разрешение экрана 640 на 360 точек. Вот видите, можно прибавлять громкость. Вот листание производится. Динамичные сцены воспроизводятся практически без шлейфа, как вы можете видеть. Единственный недостаток, то что нужно предварительно конвертировать видео, потому что оно играет только MP4. Формат MP4, но можно довольно неплохие разрешения, видите, ну, сделать. И я вот перематываю, практически мгновенно все срабатывает. Если же нам нужны AVI файлы, то у нас есть тоже выход, над этим тоже работают. Есть такая программа, сейчас я ее покажу, как Smart Movie. Она от Lonely Cat Games, но надо честно признаться, что она довольно тормозная. И тот же фильм «Район номер 9». Не стрелять! Не стрелять, оставаться на месте! Я сделал и в формате AVI, отконвертировал, чуть-чуть уменьшив. И вот как выглядит этот фильм, если мы делаем в формате AVI. Смотрим. Вот сейчас тоже переключение происходит. Видео, ну, все сцены динамичные тоже есть, но они, небольшие шлейфы присутствуют. Но, в общем, все равно, видите, как вы видите, смартфон позволяет именно так делать, работать с видео, как интересно именно вам. То есть, хотите MP4, хотите AVI, но есть прекрасные бесплатные программы, такие как AnyVideo Converter, что вы можете сюда сконвертировать видео для своего телефона и посмотреть. Файл весит где-то, наверное, фильм мегабайт 700, вот так вот. Поэтому много, конечно, фильмов не запишете, но в принципе посмотреть кино на телефоне вполне возможно. Так, я выхожу из программы AnyVideo Smart Movie и покажу вам еще один метод, как можно зайти еще на видео. Можно в галерею войти. Изображение видео вот у нас есть. Они загружаются. И отдельные папки можно сделать. Вот у меня есть папка видео, куда я скидываю все видео. И вот, например, мы можем выбрать видео, другое демо-видео, которые были даны с телефоном. Вот загружается тоже, все работает. Но самое больше всего нам интересно сейчас это возможности, видите, сами. То есть мы можем передать, как всегда. Вот предлагают. Потом редактирование. Вот я таким образом делаю видеообзоры игр. Мы можем объединить два ролика вместе, изменить звук, или добавить текст. И, ну, или вырезать это, понятно, просто, чтобы вставить потом в другое место. В общем, как вы видите, воспроизведение видео построено на ура. Еще раз повторюсь, широкий экран, он позволяет смотреть современные фильмы практически без надоедливых черных полос, используя всю плоскость экрана. Из-за этого даже экран диагональю 2,9 дюйма, в принципе, вполне подходит для того, чтобы смотреть видео. Всем пока!